Тема сегодняшней лекции – алано-угорские контакты и их отражение в этнокультуре осетин. Сегодня остановимся на таких вопросах, как устное народное творчество об алано-венгерских взаимоотношениях, устное народное творчество о языковых взаимоотношениях осетино-венгерских, также этнокультурные связи народов Поволжья и алано-осетин. И заключительным вопросом у нас будет историческая основа осетино-венгерских этнокультурных связей. С исторических времен отдаленные предки осетин поддерживали контакты со многими народами Старого Света, начиная со скифской эпохи, затем с сарматской и аланской. Предки осетин занимали обширные территории, начиная от границ Китая и Алтая до побережья Атлантики. Они пересекались, смешивались, соседствовали с десятками народов мира, разных языковых групп, этнического происхождения, конфессий и так далее, совершенно разными народами. Достаточно взять алан, которые существовали на исторической арене с 1 по 14 столетие, почти контачили с очень многими народами мира. Сейчас их перечень бы даже занял большое количество времени, начиная с сибирских границ, то есть Древняя Греция, Древний Рим, Балканский полуостров, Ближний Восток, Север Африки, Восточная, Западная Европа, и где только не оставили свои следы аланы за эти 14 веков своего развития. То, что можно было бы назвать, например, Закавказье, Мидия, Армения и так далее, где только не были Дунай, Венгрия, Франция, Италия, Испания, Север Африки, Китай, где их только не было. Перечень, возможно, даже недостаточный, потому что не во всех исторических источниках сохранились именно сведения, в которых именно можно было бы отразить именно действие алан. Кроме того, данными сравнительного языкознания устанавливаются исторические связи осетин именно с венграми, с народами Поволжья, в частности с чувашами, с Древней Русью, с болгарами, хазарами, монголами, аварцами и лакцами Дагестана и многими другими народами. Эти контакты, разумеется, не остались бесследными. Степень интенсивности взаимовлияния была разная, зависела в основном от того, насколько длительным было это соседство. Там, где было длительное соседство веками и так далее, установились более тесные связи между аланами и этими угро-финскими народами. Там, где это было кратковременное встреча, никакого следа не оставили. Весьма длительными, интенсивными были контакты алан с угро-финами Поволжья. Вот темой нашей лекции как раз является связь алан с народами не всей угро-финской группы языков, а лишь угорскими народами. А еще более конкретно этнокультурные связи алан именно с венграми. Чтобы в этом разобраться, я вам хочу сказать о том, что существуют языковые семьи в мировом масштабе. Народы всего мира размещены в около 20 языковых семейств. Одна языковая семья резко отличалась от другой. Таких языковых семей на Кавказе было 3 в итоге представлены. Кавказская семья языков, куда входит, допустим, абхазо-адыгская группа, там вайнахская группа, дагестанская и картвельская. Есть еще тюркская семья языков, тюркские народы. Туда входили там азербайджанцы, карачаевцы, болгарцы и ряд других тюркоязычных народов. И третья группа – это индоевропейская семья языков, самая большая из всех 20 языковых семейств. На индоевропейских языках, обратите внимание, иначе называется индогерманская, от Индии до Германии. Входило туда 17 различных групп, в том числе, естественно, иранская группа, куда мы входим. Вот эта финно-угорская группа входила в алтайскую, тюркско-алтайскую семью языков. И в эту угро-финскую входили 2 группы – это финны и угры. К финским народам относятся сегодняшние, например, эстонцы, да, финны, карели. Относятся зыряне, перемяки. В угорскую входят венгры, ханты и манси. И вот мы только берем этнические параллели, которые имели место между аланами и нашими предками, начиная со скифских времен, именно с венграми, непосредственно с венграми.
как пример, в каких взаимоотношениях находились наши отдаленные предки, начиная со скифов, сарматов и алан, именно со многими народами мира. Чтобы установить вот эти связи между аланами и венгерскими племенами, для этого существуют различные смежные науки. Давайте сперва посмотрим устное народное творчество, потом каковы были языковые встречи, а потом уже исторические обоснования. Чем объясняются вот такие связи, о которых я буду говорить. В 18-19 веке было выдвинуто множество теорий о происхождении осетин. Там было германское, семитское, половецкое, каких только не было. В том числе было угрофинское. И поскольку угрофинское, хотя и не утвердилось в науке, но повод для его возникновения все-таки был. Версия об иноземном происхождении правящей элиты была широко распространенным явлением среди многих народов. Иноземном происхождении. Вот, например, были Царазунта и Ягозата. Одни наши предки, Озбагатары, и вот читали о том, что Царазунта считали, что они происходят от римского Цезаря, идет их ренение. А другие Ягозата считали, что от Августа тоже римского. Это делали для того, чтобы просто доказать свое превосходство над остальными другими соплеменниками, которые рядом с ними, чтобы возвыситься среди них и себя чувствовать хорошо. Вот я собрал материалы и книги, периодический печат Кавказа об Осетии и осетинах, и там большущая глава «Сословный вопрос в Осетии». Такая борьба шла в дореволюционной Осетии. Каждый хотел доказывать, что эзелдерте кагайден. Вот такие теории существовали. Например, тагията эмакуртата. Это тоже были естественные. И вот легенда тоже связывает, как будто это тага эмакурта. Они были этими братьями, и они приехали из Армении, и потом здесь уже взяли будто бы бразды правления в свои руки. Ну, в этом случае именно одна часть подобных легенд уводит осетиней к венграм, современным венграм. Вот такие легенды тоже существовали. Почему именно к венграм? На этот вопрос мы постараемся вам ответить. Истории угодно было, чтобы предки венгров и осетин поддерживали контакты с глубин веков, заранее забегая где-то с конца второго тысячелетия до нашей эры, с этого времени до современной эпохи. Это подтверждается данными свежих наук, фольклора, этнографии, языкознания и истории. Вот давайте сейчас рассмотрим, на самом деле, с чем это связано. Начнем с памятников народного творчества, с этногенетических преданий о происхождении того или другой фамилии. Из них имеются различные версии о происхождении привилегированных сословий. Множество их о происхождении дегорских феодальных верхов. Очень много легенд об их происхождении, откуда это дегорские феодали, в особенности бадилята и так далее, происходят. Среди этих легенд, как я вам уже сказал, самые популярные, распространенные о венгерском происхождении алдарской фамилии Бадилята. Первый, кто описал фольклорный материал в венгерском происхождении Бадилят, был именно путешественник Штедер, который побывал в Осетии во второй половине XVIII века. По Штедеру получается так, что было два брата, это Бадилята, рода Бадилята. Они были родом маджарского, то есть венгерского хана. И они оказались каким-то образом в Дегоре, эти два венгра. Жители их очень хорошо приняли в гости, обосновались они на вершине какого-то ущелья, начали нести там охранные функции, эти приезжие бадилята, получали за это добровольные пожертвования. В последующем дегорцы приобретают богатство и авторитет, благодаря тому, что ими руководили бадилята. И вот таким образом постепенно сами же бадилята посредством получения подарков, взносов в отрядах им дегорцев со временем стали их властителями. Постепенно уже своим положением они поднялись над другими дегорцами. Вот это первая легенда, которая была рассказана Штедером. Вслед за ним был другой журналист, публицист Красницкий. Он тоже написал большую статью, кое-что об осетин и их происхождении. И вот Красницкий записал легенду, суть которой сводится почти к тому же самому. Будто бы тот, который рассказывал ему старожил, рассказывал, что лет 500 назад к дегорцам явился выходец из Венгрии по имени Бадель. Пришелец выделялся среди окружающих своим умом,
своей боевой отвагой и тем, что у него еще было ружье. Вот этим отличался тот, который приехал к ним Бадель. К этому времени дегорцы были во вражде со своими соседями. И к тому времени ни дегорцы, ни их соседи вообще сражались только холодным оружием. Они еще не знали огнестрельного оружия. И началась стычка между этими дегорцами и их соседями. Борьба идет вовсю, и вдруг ружейный выстрел, и один человек там упал мертвым. И потом, как только увидели, посмотрели, все разбежались, и никого там не осталось на поле, кроме самого Баделя. Потом, когда уже очнулись, дегорцы посмотрели, что произошло и тому подобное и прочее, подошли и увидели о том, что именно Бадель оказался героем дня. У него было оружие, именно огнестрельное, он выстрелил, а к тому времени с этим огнестрельным оружием дегорцы и соседи не были знакомы. Для них это было что-то волшебное, что-то сказочное. Они попросили его, этого Баделя, взять власть в свои руки, влез именно на себя все функции защиты от набега в стране себя. И потом этот Бадель женился на дегорке, и у нее появилось потомство, которое потом заняло господствующее положение среди дегорцев. Это тоже вот второе предание, тоже связанное именно с венграми. Но на этом не исчерпывается отзвук этих преданий. В 1891 году побывал австрийский немец Фердинанд Гауч, и сопровождал его турецкий осетин Кубаты-бей. Они посетили Дегорию и собирали здесь этнографический материал. И Гауч уже, вероятно, был знаком с этими легендами, и о венгерском происхождении привилегировано сословие такого дегорцев, Баделята, основателем которого будто бы жил именно в самой Дегории. Да. Вслед за ним на Северном Кавказе побывал другой известный путешественник Евгений Зичи, венгер. По заданию австро-венгерского правительства он прибыл именно на Кавказ, чтобы собрать типы оружия и познакомиться с бытом и культурой кавказских народов. Он тоже был в курсе, что именно здесь жили предки современных венгров. В своей работе он приводит одну легенду о так называемой кавказской расе и одним из этих потомков, которые будто бы были в Венгрии. Он тоже, видимо, связывает свои современные фольклорными путями именно венгров с Кавказом. Тема именно о дегорском Баделе поднимается и в статье Петра Ницика. Он тоже был журналистом во второй половине XIX века, и он также пишет, обнаружил тоже большое сходство осетин с венграми и приводит именно специальную легенду о венгерских корнях именно Баделя. Вот обратите внимание, сколько преданий, одно, второе, третье, четвертое и так далее было связано с ними. Кроме того, я хочу сказать о том, что были еще легенды не только связанные с Баделей, о венгерско-осетинских связях, но и другого характера. Например, был такой автор XIII века Шимон Кезаи. Он оставил труд, который называется «Деяния венгров». Вот в этой своей книге «Деяния венгров» он утверждал, что прабабушка венгров была аланка. Прабабушка. Согласно другому преданию, этнархи, то есть основоположники венгров, родоначальники венгров, братья Гунор и Могор, близ Азовского моря похитили болгар со своими семьями. И вот среди захваченных оказалось две дочери аланского царя Дула, и братья женились на них. Кстати, сегодня тоже Дулаеви, это осетинская фамилия, которая проживает в Кутатинском ущелье в селении Латвии. Я даже у них записывал этнографический материал. И от них, от этих браков, пошел венгерский народ. От этих браков. Поэтому осетины венгров шутливо называют своими племянниками. Вот на этом основании. Есть еще и другой материал, эпического характера. Юрий Альбертович Дзецойце привел сюда одного крупного ученого, с которым была, по-моему, встреча в университете. Он член-корреспондент Российской академии наук Владимир Напольских. Угрофин. Вот этот Напольский, очень большой специалист по языкам и по культуре народов Поволжья и России в целом, Евразии в целом, был приглашен в Сухуми для проведения лекций, как сказал ученый, изучение текстов о божествах и героях мансийского эпоса
Я вам уже говорил, что венгры, манси и ханты являются самыми близкими племенами. Он сказал, что изучение текстов о божествах и героях мансийского эпоса «Мирсус де Хуме» открыли им схожесть с текстами нартовского эпоса. Значит, эпос Манси и нартовский эпос имеют очень много общего. Идут прямые параллели, цитирую на польских, которые объясняются, видимо, тем, что значительная часть нартского эпоса возникла еще в степях, когда предки осетин-алани обитали в степной части Евразии и контактировали на севере с Манси, с этими племенами. Затем принесли эти сюжеты сюда, то есть на Кавказ, и они вошли в общий Кавказский фонд. Нартовский эпос от аланского перешел именно к кавказским и адыгским версиям. Ну, я, например, сам этнограф и проводил подобного рода параллели, искал параллели именно с осетинской этнографией, обычаем, культурой с другими народами. И обнаруживается следующее. Обряды осетин связаны с весенним севом, куриное яйцо с семенами. Вот когда уже сеяли семена, обязательно с семенами бросали куриное яйцо, чтобы там держалось. Это просто с магической целью, что вот то, что засеваю, выросло такими, чтобы не было похоже на куриное яйцо. Это магические, подобное вызывает подобное. И вот подобные обряды, разбрасывание крупных орехов с семенами и другие с орехами, это тоже с той же целью магического характера. Во многом напоминают аналогичные обряды, которые были у удмуртов, у чувашей, у марийцев. Это соседей и родственников современных венгров. Как и осетины, марийцы, удмуртцы, чуваши, вагули придавали важное значение пахоте и севу. Вот праздник первой борозды у нас очень широко отмечался. И этот праздник почти очень много параллелей с тем, как они проводили и народы Поволжья. Довольно любопытны осетино-чувашские этнокультурные параллели. Исследователь вопроса, некий Салмин, ученый, их находит в праздниках и обрядах определения суженого во сне в Новый год девушки брачного возраста. Обычно испекали там эти самые пироги соленые, и специальные новогодние были вечер на второй или на третий день после Нового года, чтобы определить суженого. Менаше сахчин каждый кувахарад адаймаджи сдойнева эхсева медамдан дом фитчахат чирвада тахавидам зани да фидане сардемпол. Ахам это давтадаради ронадамна. И вот нечто подобное с этим культурным связям этот ученый Салмин обнаруживает, сравнивая осетинские обычаи и традиции с традициями этих народов Поволжья. Еще более аргументированные и убедительные языковые параллели между осетино-венгерскими. Был некий Бернард Бункачи. В общем, так получилось, что в годы Первой мировой войны он сидел именно в одной камере с осетинами, с пленниками-осетинами, тоже участниками войны. Ну, когда ты в одной камере уже месяцами так находишься и так далее, этот человек был любознательным и начал отписывать о том, что как у вас называется тот или другой предмет и другие. В итоге этот Мункачи обнародовал осетинские слова в венгерском языке во время этих разговоров. Вот обратите внимание, какие осетинские слова существуют и сегодня в этом венгерском языке. Элдар, Ахсин, Агос, Авзист, Кад, Казнек, Хит, Карт, Касаг, Лаг, Мон, Марх, Ми, Истаразен, Рувас, Расек, Тулц, Зальда, Варц, Авк, Карт, Меч и так далее. Аусен хаста Ивульдар, Ирон хаста Стефалесте, Венгрия Говзагадарма. Вот это большая заслуга Мункачи, что это первым он обратил внимание и ввел их в научный оборот. Сопоставление в языках венгров и осетин этим не ограничивается. Согласно исследованиям выдающегося нашего соотечественника Василия Ивановича Баева, название сотни финно-угорское, сотни Удомедерсадау, Махмедерсадахуина. Есть еще другие сравнения, которые
Абаев проводит, но я не буду на них останавливаться, тоже очень убедительные языкового характера. При этом Василий Иванович считает, что осетинские и венгерские слова и по звучанию, и по смыслу настолько близки друг к другу, что о случайном совпадении не может быть и речи. Прошлое соседство осетин с венграми устанавливается этими языковыми исхождениями с такой же непреложностью, как если бы мы имели по этому поводу самые верные и точные исторические свидетельства. Если бы мы на это имели даже самые точные свидетельства. Вот настолько убедительно после этих слов уже нет никаких сомнений о родстве и близости этих двух народов. Василий Иванович Шабаев обратил внимание на то, что в венгерском лексиконе имеются заимствования из осетинского, относящиеся к обоим диалектам. Обычно то, что осталось именно от аланского языка, в основном они в исполнении дигурского диалекта. Вот зеленчурская надпись дигурский диалект, там венгерская, ясы попозже скажем, тоже дигурский и так далее. А он именно пишет о том, что вот то, что здесь обнаружено, содержится и на иронском, и на дигурском диалектах. Позже мы скажем, почему именно иронский диалект тоже. Представляет интерес и наличие в языках народов угро-финской группы соседних с ними родственных народов древних осетинских слов. Осетинские слова имеются в языках народов Поволжья. Например, на чувашском языке ирон цехт, и на чувашском тоже называется цехт. Это может быть разве совсем случайно? Не может быть. Да, кроме того, осетинское золото, зарин, на языке коми зарни, да, осетинский авзист, удмурский авзес, комизарянский азис. В общем, корень один и тот же, только произношение уже меняется. Говорится о том, что это одни и те же слова, да, в разных вариациях. В свою очередь, предки осетин познакомились с металлургией меди, о чем свидетельствует именно осетинские архе, например, мед и так далее. В общем, взаимовлияние языков друг на друга венгерского и осетинского, аланского существует без всякого привлечения. В 1957 году в одном из немецких архивов ученый немец нашел глоссарий, то есть перечень слов и так далее, глоссарий, составленный в 1422 году, в 15 веке созданный. В этом глоссарии было обнаружено 40 осетинских, то есть ясских слов. Вот те слова, которые именно вошли, присутствовали именно в языке венгерских яссов. И можете себе представить, это какое было великое открытие. Василий Иванович Шабаев перевел и проанализировал вот это глоссарий. Эти 40 слов. Он же опубликовал на немецком языке, а он взял и сделал на русском языке, полностью проанализировал его, и сейчас это уже всем нам хорошо известно. И он дал высокую оценку и назвал надежным памятником языка венгерских яссов, венгерских алан. Надежный памятник именно венгерских алан. Судя по глоссарию, вот этому списку слов и другим данным, ираноязычие яссов сохраняется до 16 века. Они туда переселились в 13 столетии, в 1239 году. Да, и до 16 века они сохранили еще свой язык, свою культуру и так далее. И об этом свидетельствует вот этот глоссарий. Учет особенностей языка яссов позволяет говорить об их северокавказском происхождении. Ну, на самом деле известно о том, что они, эти яссы, или так называли алан, те, которые переселились уже в Венгрию, яссами, яссы, асси, алани, это фактически одно и то же название. Выше приведенные параллели из области фольклора, этнографии, антропологии весьма важны для исследования этнокультурных связей сравниваемых народов. Однако еще более характерны языковые параллели. Ведь такое обилие лексики одного языка в другом языке, такое обилие слов в другом языке, осетинском, венгерском, без длительного периода соседства и активных контактов немыслимо. Это не могло произойти, если бы они проходили мимо и там остановились на 2-3 дня по соседству с ними. Вот такое общение, такое количество переходных слов свидетельствует о том, что предки, носители вот этих языков, носители, предки венгров, задержались на определенной территории
длительное время. Несомненно, что эта параллель имеет историческую основу, является результатом длительных присутствий иранских элементов в Юго-Восточной Европе, еще более ранних контактов скифо-сарматских племен с предками угрофинов на их исторической родине. А историческая родина угрофинов – это Поволжье. Согласно историческим источникам, более 1000 лет ираноязычные племена господствовали на юге-востоке Европы. Ираноязычные племена. В 8-7 век до нашей эры пришли туда именно скифы, и с тех пор они господствовали именно на юге-востоке Европы. Судя по данным археологии, первое проникновение ираноязычных племен на территории именно современной Венгрии связано именно со скифами, произошло именно в первом тысячелетии до нашей эры. Их пребывание на указанной территории зафиксировано в исторических памятниках. Это вам первое свидетельство о том, что именно скифы, отдаленные предки, этногенетические предки осетин, именно жили, связаны были с этой территорией. В 169 году, то есть уже второй век нашей эры, туда пришли сарматские племена языки. У них происходили постоянные войны именно с Римом, с Римской империей в целом. Но они все-таки здесь сохранились до V века. И в V веке они были разгромлены именно гуннами, которые уже к тому времени подоспели именно к восточноевропейским границам. Это уже второе племя, которое присутствовало на территории Венгрии. Кроме языка, во II веке на равнине Венгрии появилось другое сарматское племя Роксолани. Понимаете, уже во II веке приблизительно уже начались с востока все эти племена, скифи, сарматы, а потом и алани, все они пришли на Северный Кавказ и на Северное Причерноморье с восточных территорий, из Средней Азии, из востока сибирских районов. И вот во II веке до нашей эры уже началось нашествие сарматских племен, и когда они шли, наиболее известными из этих сарматских племен были языги, Роксолани, аорси, сираки и, собственно, алани. И впереди шли языки, и те, которые шли впереди, они углубились вглубь Запада, ближе к Западной Европе. А потом вслед за ними пришли туда Роксолани. Роксолани это в переводе с осетинского получается Рухс Аланта, светлые алани. Это много споров сейчас идет. Даже Михаил Ломоносов считал, что Роксолани были предками славянского народа. И здесь доказывать даже нечего. Роксолани это просто уже связано именно переводится только с иранского. И они в этот Роксолани, они были мощным племенем, и до нашествия гуннов они здесь побывали на этой территории. Однако в середине IV века на венгерской равнине еще осела новая группа сарматских племен. Например, их называли аргаранты или мигранты. Это тоже эти самые иранские племена, сарматские племена, которые осели тоже на территории Венгрии в тот период. Наконец, в 375 году на Северном Кавказе появились гунны. Помните, в IV веке началось гунское нашествие. Гунны – это самые восточные племена. И где-то во II веке до нашей эры они жили еще во внутренней Монголии. И оттуда со II века до нашей эры постепенно стали продвигаться с востока на запад. И в IV веке они, обойдя Каспийское море сверху, оказались именно на Северном Кавказе. Вот первое крупное столкновение у этих гуннов произошло с аланскими племенами. Потому что уже к IV веку алани уже как-то возмущались. Мы уже говорили о том, что они существуют на исторической арене с первых веков нашей эры. А к IV веку они как-то уже консолидировались, и они были самым таким значимым по численности и по силе племенем на Северном Кавказе. Поэтому, когда они пришли на Северный Кавказ, первым образом они столкнулись с гуннами. Гунны – мощное племя, современники, которые описывали их нашествие, просто рассказывают ужасы. И там, где прошли гунны и так далее, даже, говорит, трава больше не растет. Так они все уничтожали на своем пути. Поэтому они прихватили только одну часть алан, те, которые жили в северных районах. А вот те, которые были ближе к Кавказским горам, они сохранились здесь на Кавказе. А вот верхнюю часть, которых они захватили, они включили в свой племенной состав гунни.
вот эту часть Алан, и вместе с ними они ушли в Западную Европу. Ну, видимо, все изучали в средней школе по истории средних веков великое переселение народов. Вот в этом великом переселении народов вместе с гуннами, вместе с германскими племенами, готами, вандалами и так далее приняли самое активное участие и аланские племена. Вместе с гуннами прошли и аланы, они приняли участие в разгроме Римской империи. В 378 году состоялась большая битва при Фессалонике, когда римский император сам погиб во время этой битвы. И аланы вместе с гуннами приняли активное участие в разрушении и развале Римской рабовладельской империи, которая случилась именно в IV веке. Как видно из изложенного, процесс постепенной аккумуляции различных племен, особенно сармат и алан, на территории Венгрии, продолжался вот так до IV века. Вот те аланы, которые ушли вместе с гуннами, они прошли по территории Венгрии, и частично часть из них там и осела. Вот вам этот первый период. Понимаете, с первого тысячелетия до нашей эры, вплоть до V века, постепенно сюда, на эту территорию, на территорию нынешней Венгрии, которая иначе называется Паннония. Когда говорят Паннония, подразумевается Венгрия. Это одно и то же. На этой территории постоянно оседал именно иранский элемент в лице большей частью сармат и аланов. Известно, что предки венгров, выходцы из Западной Сибири и Приуралья, об этом мы уже говорили. Как отмечено выше, одни относятся так к венской группе и так далее. Так получилось, что вот эти венгры до VI века наши ели жили на своей территории, в Поволжье. Ну, в этот период времени было потом или соседи мешали, или соседи наступали, или так далее, вытесняли. В общем, разные были причины, и народы и племена именно уходили из одной территории на другую. Вот таким образом венгры тоже частично оставили свое Поволжье, свою родину в итоге, и постепенно начали продвигаться на запад, и в районе Ростова, нынешний Верхний, в районе Дона. И вот на этой территории они обосновались, они пришли сюда, в низовье Дона и Дуная. Вот туда они пришли в итоге. Это был VI век. И на этой территории они остались в течение 2 столетий, 2 века, с VI по VIII век. А рядом с ними, к югу от них, соседствовали аланы. Они были непосредственными соседями территориально. И можете себе представить 200 лет соседства на одной смежной территории. Прожили именно венгры и аланы. Вот вам один из таких крупных доводов, чем объясняются вот эти языковые, фольклорные, культурно-исторические взаимоотношения между этими народами. Да. И оказалось так, что носители 2 разных культур оказались именно соседями, и в результате контактов стали проникать элементы аланского языка в венгерский и венгерского языка именно в аланский. После двухвекового пребывания на юге России в IX веке, 2 века они прожили в Венгрии на Северном Кавказе, да, в IX веке под натиском печенегов. Тогда на Северном Кавказе самым крупным племенем были печенеги. Они были многочисленны, могущественны, и под нажимом печенегов венгры вынуждены были оставить именно Северный Кавказ и постепенно передвигаться в сторону Восточной Европы. Вместе с венграми на запад ушла и часть донских алан. Вместе с венграми. Когда они уходили уже в IX веке, вместе с ними ушла часть алан. Кроме того, по пути продвижения на запад, в бассейне реки Дуная, они установили связи с потомками языков и роксолан. Когда они пришли туда, уже на территорию Венгрии, по пути, там проживали еще эти потомки этих языков и роксолан, о которых я вам говорил. И тоже уже все-таки, сколько бы времени не прошло, язык фактически один и тот же, и они почувствовали взаимоотношения друг с другом. Да. В общем, привязанность к определенной территории, соседство и неизбежные контакты, по мнению венгерского исследователя Бела Ковач, не могли не сказаться на венгерско-осетинских и культурных связях. Именно вот нашими взаимоотношениями интересуемся не только мы, но и венгерские ученые.
И вот эти установились непосредственные культурные связи. На новой территории Венгрии перешли к оседлости и смешались с местными славянскими, германскими и аланскими племенами в IX веке, когда они прибыли на территорию современной Венгрии, обосновались на этой территории. Сказанное подтверждается данными археологии. Аланские поселения сохранялись в Паннонии до прихода на этот край венгров и создания Венгерского королевства. Здесь же следует отметить, что не все древние Венгрии ушли в IX веке на запад. Это совершенно новое явление. До сих пор считалось, как будто все ушли на запад. Потому что Абаев говорил о том, что на венгерском, осетинское на венгерском сохраняется на двух диалектах, на дигурском и иронском диалектах. И вот каким образом иронский диалект оказался знаком именно венграм. Оказывается, когда в IX веке основная масса ушла на восток, определенная группа венгров именно ушла на запад, определенную обратно именно к востоку, на Северный Кавказ. И вот здесь, в северокавказских территориях, они обосновались здесь и были непосредственными соседями восточной группы славян. Здесь, на востоке, проживали в основном большей частью аорские племена. Да, в общем, таким образом, вот это самое, находясь, стекая с ними и так далее, таким образом, и они, вот эта часть венгров именно соседствовали тоже с аланами, с иронской группой аланских племен, и оттуда и наличие иронского диалекта вот в этих письменах. Таким образом, аккумуляция ираноязычного населения на территории Венгрии, особенно сарматских племен, продолжавшихся до XII века, сформировал здесь этнический пласт, который сыграл определенную роль в дальнейшей истории иранцев в Венгрии. Процесс накопления этнокультурной интеграции прежних иранцев с другими жившими в Венгрии племенами подготовил почву для миграции группы ясов около XIII века. Вот если бы не знали, понимаете, все было там подготовлено, иранская почва была уже известна, и поэтому следующая крупная волна переселения происходит уже в XIII столетии. Вы хорошо, видимо, знаете, что существовало такое татаро-монгольское нашествие. Оно продолжалось с XIII века по XIV век включительно. 2 столетия продолжалось нашествие. Ну, первое нашествие и столкновение с ними алан, это произошло в 1223 году. Это чингисхановский поход. Военные руководители Чингисхана, Джебе и Субедей, руководили вот этим первым походом. Но это был разведывательного характера. А потом в 1235 году внук Чингисхана, Батый, уже созвал новый поход, и он пошел уже с более серьезными намерениями. Покорил фактически Аланию, хотя его окончательно еще не уничтожил, и под влиянием вот этой большой опасности оказаться в руках Батыя, определенная часть половцев, кипчаков их называется, и проживавшие с ними по соседству алан, зная о том, что идет волна завоевания татаро-монголов Батыя, они взяли и ушли на запад. Было их около 40 или 40 тысяч половцев, их называют иначе и куннами, и около 10 тысяч алан. Они вместе договорились, и вместе они покинули эту территорию и пришли и живут на территории современной Венгрии по настоящее время. Это переселение состоялось в 1339 году. Это переселение. И сейчас они занимают 2 большие провинции. В 70 километрах от Будапешта расположена Ясшаг, Ясская область. Яссы составляет отдельный район в Венгрии. Ясшаг, это Ясская область. Город у них называется Язберени. В этом районе 17 населенных пунктов. И название 15 начинается со слова «яс». Настолько они сильно сохранили, эти яссы и алани, свое этническое «я», что они вот сохранились даже в названиях, в географических названиях. Была у них даже договоренность, что именно не жениться, не приводить чужеземных именно невест.
И поэтому они относительно долго сохранили свое этническое наименование. В 70-х, 80-х годах уже прошлого столетия они стали известны уже больше, в особенности после этих, когда были обнаружены вот этот словник, ясский словник, уже им больше стали интересоваться. И Василию Ивановичу Чабаеву приезжали эти венгерские ученые, он с ними беседовал, да, их даже приводили в Осетию в итоге, этих венгерских ясских ученых, связывали с ними. Потом у нас был очень известный этнограф Борис Александрович Калоев, автор книги «Осетины», один из самых крупных ученых по этнографии осетинского народа. Он специально поехал в Венгрию к этим венгерским яссам и сделал просто большую, потом написал книгу, отдельную книгу, что он видел в венгерских яссах и какие параллели можно провести между яссами и современными осетинами. Потом к ним туда съездил известный археолог, выдающийся алановед Владимир Александрович Кузнецов. На территории Ясчага он произвел археологические раскопки и сравнил со своими раскопками аланских могильников, которые он произвел на Северном Кавказе, и большей частью один к одному. Все предметы, которые находились там, были похожи на те другие. И какое еще доказательство нужно, что это были теми аланами, которые ушли из Северного Кавказа. Я просто хочу вам сказать о том, что с этими яссами у меня были конкретные тоже взаимоотношения. Тогда я руководил здесь историческим обществом Южной Осетии и написал письмо к директору Краеведческого музея и предложил свои условия, что очень хорошо, что мы уже узнали друг друга и тому подобное и прочее, и хотелось бы установить более тесные взаимоотношения. Получил обратно оттуда письмо директора Национального музея. Есть у меня такая книга о времени, о людях, о себе. Я здесь просто привожу вот эти письма, которые я тогда получил от этого Януш Тот, называется директор музея. Венгерский язык очень трудный, но тем не менее здесь можно понять. Вот, дорогой товарищ Чибиров, научные связи между учеными Осетии и Ясчага очень успешно развиваются. Ясский музей многосторонне организует дальнейшие работы по исследованию нашего общего исторического прошлого. Одно из наших наиважнейших стремлений – это создание отдельной коллекции об истории осетинского народа и библиотеки Ясского музея. Для этого нам очень хотелось бы и так далее, и так далее. В общем, вот такой связи. Ну, это было пока вот переписка с ними. А потом так повернулось, что в 1878 году я возглавил культуристическую группу в Чехословакию и в ГДР. Тогда еще существовали эти ГДР и другие государства. И в общем, я напросился, чтобы на 2 дня нас именно включили в наш маршрут и Ясчаг. Ну, тогда я лично с ними познакомился, нас повели. В общем, одним словом, они раскрылись. Некоторые уже даже забыли о том, что они были аланского происхождения. До 16 века они как-то уже держались, как-то сохраняли свое, но в 16 веке уже они говорят уже на венгерском языке, разговаривают, но свое этническое «я» они не потеряли. Кузнецов пишет о том, когда, говорит, я спрашивал, кто вы сегодня этого яса, я венгер, но я яс. Вот так я отвечаю, я венгер, но я яс. И когда приезжали, я потом тоже еще в 3 раза я побывал у них. Когда отсюда приезжали когда-то гости, вы бы посмотрели, как они радостно всегда нас встречали там у себя. Потому что уже на виде. И после этого сейчас установились более тесные взаимоотношения с Северной Осетией. Я сам предлагал о том, чтобы установить тесные взаимоотношения Язберени, их столицей, с нашим Цхинвалом. Но после этого началось вот это наше проклятое грузино-осетинское противостояние, война, и уже для установления связи у нас было. Сейчас на севере уже происходят такие контакты, приезжают они часто в Северную Осетию, и вот эти контакты с этими аланами, в общем, все больше и больше поддерживаются. Потом в 1993 году был один замечательный представитель нашего народа, Султанбек Петрович Тоболов.
И он тогда был директором научно-исследовательского института Северо-Осетинского, организовал экспедицию, поездка по аланским местам в Западной Европе. Нас было 11 человек, которые были включены в это. Мы через Ростов, через Киев, Полтаву и так далее прибыли сперва в Венгрию. В Венгрии побывали около нескольких дней подряд, а потом оттуда самолетом в Париж. И, в общем, посмотрели по аланским местам в итоге. Ну, я, как оказался летописцем этой поездки, и вот в этой своей книге по времени я здесь подробно описываю дневниковые путешествия, как мы побывали в Венгрии, где мы бывали в Национальном университете, в других местах, как нас встречали. Все эти подробности здесь я изложил вот в этой своей книге. В особенности ныне определенный часть карачаевских и болгарских ученых-историков утверждает о том, что алани – это тюркское племя, что никакого отношения к осетинам не имеют. Они не евразийцы, только тюркское племя. И в итоге, когда вот смотришь вот эти материалы и так далее, только ограниченный человек, или тупой, или который именно задался какой-то определенной своей задачей, не может этого повторять, чтобы говорить о том, что алани и алани тюркского происхождения, или они родственники, один народ. Единственное вещественное доказательство одно только. Вот эти кунни, половцы и алани жили по соседству. Половцы, они занимали, их было очень многочисленное количество народов, занимали огромное пространство Северного Кавказа. И одна часть из них вместе с аланами, они ушли, как мы уже сказали, в 1239 году на территорию современной Венгрии. Вот если бы были... Там они живут по соседству. Территория, которая занимается половцами, называется Куншаг, Кунская область. Кунская. Их было 40 тысяч, и большинство они занимают вот эту территорию. А рядом с ними живут, называется территория, которая называется Яшчак. Вот спрашивается, если бы эти алани были тюрками, почему до сих пор они живут изолированно друг от друга? Ничего общего не имеет эта территория. Да, и это тоже вот эта самая территория еще является вещественным доказательством лживости и предвзятости вот этой теории о том, что алани является тюркским народом. Этим тоже доказывается. Другой исторический факт тоже явно доказывающий о том, что имеет это самое, является настоящей фальшивкой, выдумкой вот это навязывание аланам именно тюркское происхождение. В 1223 году, когда татаро-монголы первыми пришли уже на Северный Кавказ, то единственной самой большой силой там на Северном Кавказе были алани, вместе с ними печенеги. И зная о том, что враг на них наступает, алани и половцы, или эти кипчаки, договорились вместе, договорились совместно выступить против общего врага. Но против общего врага они выступили, в итоге первая встреча закончилась ничейным исходом. И татаро-монголы чувствуют, что если они будут вместе, нам будет труднее их преодолеть. И поэтому они подослали к половцам, делегатов послали вроде, и им сказали о том, что мы и вы один народ, а алани нам чужие. Можете представить? Монголы и половцы говорят, что мы и вы один народ, а алани нам чужие. Мол, оставьте их в покое, не отходите от них, оставьте нас один на один с аланами, а за это мы вас наградим и драгоценностями, всякой тульской парчой и все, что угодно, что им обещали. Половцы поддались на эту уловку, оставили алан одних, аланы были разгромлены, а потом татаро-монголы быстренько организовались, напали на тех же половцев, отобрали все драгоценности, которые им подарили, и с ними расправились еще более жестко, чем именно с аланами. Вот такой исторический момент тоже имел место. Я к тому, что просто вот современные ревизионисты, которые ревизируют историческую науку, они сослуживают очень плохую службу именно исторической науки в целом, потому что искажая историю вот так бессовестно. Вот это искажение исторической истины еще плохо тем, что, понимаете ли, просто
Мы живем на Кавказе, где всегда был мир, спокойствие. Народы Кавказа, несмотря на свою языковую разность, на конфессиональные и другие этнические происхождения, всегда жили единым миром, спокойно и так далее. Вот для этого образцом может служить советский период, как мы жили. А сейчас, если будет вот подобного рода искажение исторической истины и тому подобное, растаскивание истории по своим собственным национальным материалам, поиски великих предков. Понимаете, вот почему они занимаются этим? У карачаевцев, в частности, ингушей тоже, которые претендуют на Алан, у них сегодня все есть, более или менее живут они нормальные территории и так далее, в экономике. Единственное, у них нет знаменитых предков. И в поисках знаменитых предков они выдумали всякие истории. И поскольку аланы сами именитый народ именно был на Северном Кавказе, то каждый хочет, чтобы аланы были его предками, и что этим они гордились. Вот этим все связано. Но они не имеют исторической перспективы. Но плохо то, что, понимаете, они размножают литературу, и люди не все являются историками, не все вникают, видите, в книжные дела и так далее. И 1, 2, 3, 4, 5 раз прочтет одно и то же, и человек может уже изменить свое отношение к другому. Вот я вам могу даже сказать о том, что в учебниках по истории ингушского народа прямо написано о том, что аланы непосредственные предки ингушского народа, что с татаро-монголами тоже воевали предки ингушского народа и так далее. Вот такие вещи позволяют себя. Я считаю, что вот то, что нет цензуры, и вот такая пошло время так называемой гласности и демократии, это ни к чему хорошему не приведет. Потому что каждое печатное слово, каждый за свое слово должен отвечать и перед законом и так далее, и всякое искажение исторической истины, в особенности такие моменты, которые мешают народам нормально находиться в нормальных взаимоотношениях, такие вещи должны особенно пресекаться. Ну, посмотрим дальше. В итоге академическая наука, есть академическая наука, она твердо сказала свое слово, кто такие аланы, кто является предками современных ингушей, карачаев, балкарцев и так далее. И я думаю, что никакого особенного успеха в затеянном деле вот эти доморощенные историки из соседних народов, они не добьются своего. Вот таковы были историко-культурные взаимоотношения между предками современных осетин и венграми.